За эту великую победу наши предки заплатили огромную цену, проявив неимоверное мужество и массовый героизм. Безвозвратные военные потери Советского Союза составили более 12 миллионов человек, а вместе с гражданским населением свыше 26,5 миллионов человек. Один из тех, кто защищал родину в годы Великой Отечественной войны, был дядя Исрапила Алиева Джабраил Анцидоев. В Музее краеведения он впервые пришел с ответственной миссией – передать фотографии и собранную информацию о ветеране. Джабраил был в числе первых, кто отправился на фронт. Каких наград удостоен, в каких сражениях участвовал, родственники точно не знают. Последняя весточка от Джабраила вместе с фотографией пришла в 44-м, а в 45-м знакомые встретили его в Берлине. По их словам, он присматривал за ранеными, но надежда узнать о судьбе своего героя больше греет сердца родственников. Я обращался несколько лет назад в Подольск, запрашивал про дядю. Оттуда мне 2 раза ответ пришел, что род войск, и звание и должность. Ну, так как у нас нет информации, я в Молгобекский музей обращался с поиском. И здесь музей, Назганский музей здесь, и Фатима, они ведут поиск. Спасибо им большое за их труд. Может, сослуживцы видели его, или со слов родственников, кто-нибудь что-нибудь знает об этом. Может, где похоронен. И отец всегда, даже про войну увидит фильм, я помню, пацаном плачет в сторону, и с тех пор обращались, больше никого не осталось. Чтобы сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в Великую Победу, запущена акция «Лица Победы». Они должны стать достоянием сегодняшнего и будущих поколений, считают организаторы. Пятимат Дасхоева также пришла в музей, чтобы поделиться новой информацией о военном пути своего отца, участника Великой Отечественной войны Салангирея Аушева. Чтобы остаться на фронте, ему приходилось не раз менять имя и фамилию. Прошел всю войну и встретил Великую Победу. А по возвращению домой Салангирей увидел пустой дом. Тогда и узнал, что ингушей выслали в чужие края. Он, не раздумывая, уехал в Казахстан искать родных. Все, что было, сгорелось. Ордена были у отца. Все это было, нету, ничего не осталось. Когда дом горел, там все документы, все это сгорело. И картинки его, принадлежность, все сгорелось, ничего не осталось. И вот так прошло это тяжелое время. Сотни фотографий приносят в Музей краеведения родственники участников Великой Отечественной войны. В каждой семье хранят память о своих близких, которые воевали на фронте или трудились в тылу. «Лица Победы» – проект, объединяющий судьбы поколения, героев суровых 40-х и их потомков. В течение этого месяца около 30 фотографий к нам поступило в музей. И мы, в свою очередь, проделываем работу над этими фотографиями. Нам это очень важно, знать своих исторических личностей, чем они занимались, чем они были награждены, на каких фронтах они участвовали. Для этого у нас ведется поисковая работа, куда мы запрашиваем в различные архивы их. И нам удается многое узнать о них. Великая Отечественная стала самой разрушительной и кровопролитной войной не только в истории нашей страны, но и всего человечества. И наша задача – никогда не забывать, какой ценой она досталась. Светлана Томова, Майрбек Миржоев, Новости 24.